Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов сегодня гость нашей студии. Павел Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Говоря об итогах деятельности Института уполномоченного за последние годы, на какие проблемные вопросы можно обратить внимание и, наоборот, какие достижения выделить? Наверное, достижений больше, чем проблемных вопросов. Хотя, конечно, проблемные вопросы тоже есть. К одному из важнейших достижений следует отнести то, что вот эта системная работа дала свои плоды. Причем эти плоды мы почувствовали буквально вот год-два назад. Когда, например, в 2013 году при отсутствии иностранного усыновления, в частности американского, вдруг выяснилось, что российские семьи охотно берут детишек, сирот-инвалидов, детишек с ограниченными возможностями. У нас за год было принято в российские семьи 1500 таких детей. Если сравнивать с предыдущими годами, то это всплеск на 34%. Почему он произошел? Вроде бы казалось, нам говорили, что будет катастрофа, без Америки мы пропадем и так далее. Этого не случилось. 2014 год, он подтвердил то, что мы пошли по правильному пути, потому что еще больше детей-инвалидов устроили в российские семьи. Уже больше 1700 детей, то есть еще плюс 52%. И мы видим, что это не просто какие-то, знаете, всплески, это четкая, ясная тенденция, когда сегодня гражданское общество в России созрело и уже самостоятельно может отвечать за проблемы, которые накопились у нас в стране, в обществе, которые мы сегодня решаем. Посмотрите теперь последние 2 года. У нас в 2013 году закрылось 87 детских домов, а в 2014 уже 129 детских домов. А в этом году, я вам обещаю, еще закроются детские дома. В частности, вот в республике Саха-Якутия, потому что у вас за последние 5 лет не сокращались детские дома. Единственная одна коррекционная школа была закрыта. И у вас сегодня 41 интернатное учреждение, но число детей, которые там находятся, сократилось больше, чем в 1,5 раза. Почти в 2 раза, в 1,8 раза. То есть, понимаете, что получается? У вас сегодня детские дома, которые существуют, и интернаты, заполнены, ну, примерно на 60%. То есть, очевидно, что если также пойдет дальше семейное устройство, оно очень неплохо развивается в Республике Якутия, потому что все больше семей, именно русских семей, российских семей, берут детей. У вас в прошлом году ни одного иностранного усыновления. Ни одного. То есть все дети остались здесь, в России, в Якутии. Но это говорит еще о высокой ответственности общества и того, что все-таки в Якутии очень сильны традиции семейности.